И вообще создан для чего? Чтобы сохранять мир. Вы видите, да, что ОДКБ, какая функция была у ОДКБ, когда их завели к нам в январе? Они пришли, расстреляли и свалили отсюда. Теперь они напали на Украину в 4 часа ночи под утро, расстреливают, убивают, насилуют 4-летних детей. А вы молчите. У вас что, только функция одна, чтобы выходить на праздники, потанцевать, попеть и расходиться по домам, что ли? Почему вы не говорите своим мнением всему народу Казахстана? Нас, возможно, мы безвестные, нас никто не знает, но ваша организация Ассамблеи народов известна по всему Казахстану. Почему вы молчите, зная всю правду, что происходит у нас? Назарбаев 30 лет грабил нашу страну. Вы это видели, вы это знали. Убивали наших видных политиков. Сажают в тюрьмы за правду. Ты выходишь, говоришь правду, тебя сажают, а вы все молчите. Вы только рядом с ним стоите и руками машете. А теперь все объявили, что он, оказывается, да, действительно, он обворовал наш народ, обворовал наше богатство. И теперь, как он ушел, и все за спиной его, да, он такой, он сякой. А Токаев, что он сделал? Мы доверяли ему, ничего не скрываем, мы доверяли, мы думали, он пойдет, действительно встанет за народ. А он вызвал ОДКБ, обозвал свой народ террористами, расстрелял, посадил в тюрьмы и еще кричит: у нас Казахстан для молодежи. Где для молодежи, если молодежь подавляют дух? Подавляют, чтобы они только молчали и выполняли только приказы. Почему все этносы, которые